Но даже в столь сложной экономической ситуации предприниматели ищут новые возможности для бизнеса, и даже в напряженных отношениях Турции с Россией они для Кыргызстана есть. Как долго сохранится это напряжение между нашими ближайшими партнерами, неизвестно, но с 1 января вступают в действие санкции Кремля против турецких товаров. Россия намерена запретить импорт до 80% продукции турецкой легкой промышленности. Это, по мнению опытных бизнесменов, открывает двери для кыргызского бизнеса в мир многомиллиардной торговли. Сейчас турецкий бизнес стремится закрепиться в СНГ. Особенно их интересует Центральная Азия и выход на 170-миллионный рынок Евразийского экономического союза. Эта возможность есть через создание предприятий на территории Кыргызстана. Бишкек может взять на вооружение опыт Турции в создании промышленных зон. Сейчас в Анкаре идет подготовка к кыргызско-турецкому бизнес-форуму, который пройдет 21-22 января. Его участники побывают на территории торгово-промышленной зоны Анкары Остим, где работает 5000 предприятий, заняты 50 тысяч человек. Стоимость пятидневной поездки для бизнесменов $550, куда входит перелет и проживание в гостинице. 2 дня участники форума проведут в Стамбуле. Ziyaret sonucunda o işbirliği görüşmeleri ve Мы готовы делиться опытом. Мы хотим наладить связь с кыргызскими бизнесменами, заинтересованными в развитии производства в конкретной сфере. Здесь будут проведены деловые встречи с представителями крупных компаний. Мы профессионалы в части создания условий для двухстороннего сотрудничества. Предстоящие встречи должны стать началом построения модели Остим, центров торговли и промышленности в Кыргызстане. Наши бизнесмены заинтересованы в этом. Думаю, и кыргызская сторона тоже извлечет много полезного.